Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Сегодня мы заканчиваем раздел «Вода – источник жизни». Урок номер 62. Тема сегодняшнего урока – Павел Николаевич Васильев «Иртыш». Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством казахстанского поэта Васильева. Будете анализировать стихотворение и определять художественные изобразительные средства, используя аналитическое чтение. Павел Николаевич Васильев родился в Казахстане, в городе Зайсане. Любовь к литературе привела поэту его мама. Уже в 10 лет он стал увлекаться поэзией и пробовал писать сам. Поэт восхищался природой края, людьми, любовался Иртышом, так как дом, в котором проходило его детство и отрочество, находился у реки. Одним из первых Васильев ввел тему Казахстана в русскую поэзию. Многие его стихи о Казахстане, при Иртыше, Алтае, рыбаках Зайсана, казахских аулах и казачьих станицах. Символично то, что для своего литературного творчества поэт избрал в качестве псевдонима казахское имя Мухан Башметов. Его творческая уникальность в том, что он соединил в своей поэзии два мира, две культуры – русскую и казахскую. Павел Васильев свободно владел казахским языком, знал обычаи и традиции казахского народа. В его поэзии не только ограниченно сочетались, но и взаимопроникали друг в друга русское и казахское начало. Упражнение номер 1. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения Васильева, выражая интонации, чувства и настроение поэта. Интонация – это основное выразительное свойство звучащей речи, позволяющее передать отношение человека к тому, что он говорит. Иртыш. Камыш высок, осока высока, тоской набух тугой сосок волчицы, слетает птица с дикого песка, крылами бьет и на волну садится. Река просторной родины моей, просторная, иди под непогодой, теки, Иртыш, выплескивая язей, князь рыб и птиц, беглец зеленоводый. Светла твоя подводная гроза, быстрые волны, шатучие качели, и в глубине раскрытые глаза у плавуна, как звезды, порыжели. И в погребах песчаных в глубине, с косой до пят румяными устами, у сундуков, незапертых на дне, лежат красавки с шучьими хвостами. Теки, Иртыш, любуясь не дыша, одним тобой, красавец остроскулый, оставив целым меду полковша, раскошествуя, лето потонуло. Мы встретились, я чалки не отдам, я сердце вновь вручу тебе удары, по гребням пенистым, по лебедям, ударили колеса, товар пара. Он шел, одетый в золото и медь, грудастый шел, наряженный в сицы, ладонь к бровям сбегались поглядеть досужие приречные станицы. Как медлит он течение поборов, покачиваясь на волнах дородных, над неоглядной далью островов приветственный погуливает рев, бродячий сын компаний пароходных. Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб, сыпайте соль, которую богатый, мне б горсть большого урожая, мне б большой воды, грудные перекаты. Карточка информатор. Тугой, қатты керілген, тартып байланған. Шатучие, подвижные. Чалка, канат, трос для речного судна, лодки.
Приречные станицы, казачьи селения у реки, дородные, большие, крупные, трюм, внутреннее помещение корабля, досужие, свободные от дела. Упражнение номер 2. Используя аналитическую стратегию чтения, ответьте на вопросы. Первый вопрос. Какой теме посвящено стихотворение? О чем в нем говорится? Стихотворение посвящено теме природы. В нем говорится о величии и красоте реки Иртыш. Второй вопрос. Выявите наиболее важные части произведения. Определите их взаимосвязь друг с другом. В первых 4 строфах идет описание Иртыша. В последующих строфах отношение лирического героя к данному природному явлению. Третий вопрос. Найдите интересные мысли и прокомментируйте их. Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб, сыпайте соль, которую богатые, мне б горсть большого урожая, мне б большой воды, грудные перекаты. Четвертый вопрос. Как поэт одухотворяет и олицетворяет природные явления? Поэт использует прием олицетворения. Упражнение номер 3. Какие художественные средства использовал автор в стихотворении? Заполните таблицу. Изобразительно-выразительные средства. Метафора. Примеры из текста. Беглец зеленоватый. Подводная гроза. Олицетворение. Лето потонуло, колеса ударили. Эпитет. Просторный, румянами. Сравнение, как звезды. Упражнение номер 4. Картины казахстанской природы предстают в стихотворении во всей своей прелести, яркости и богатстве. Подумайте, какие иллюстрации можно нарисовать к стихотворению Иртыш. Дайте их словесное описание. Упражнение номер 5. Литературный диктант. Первое. В стихотворении Васильева рассказывается о реке Иртыш. Второе. Основную мысль стихотворения можно сформулировать так. Природа нашего края очень красива и богата. Третье. Ключевые слова стихотворения. Река, Иртыш, любуюсь, просторная, встретились. Четвертое. Стихотворение можно назвать так. Теки Иртыш. Пятое. В этом стихотворении утверждается мысль о возможности природы. Упражнение номер 6. Составьте синквейн к слову Иртыш. Первая строка – Иртыш. Вторая строка – просторная, красивая. Третья строка – теки. Любуюсь, иди. Четвертая строка. Иртыш является самой длинной в мире рекой, притоком. Пятая строка. Река. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.